Ассаламу алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. Не могу остаться в стороне и не сказать о наболевшем. Сейчас ко мне поступает очень много обращений от граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Непосредственно выходцев Северного Кавказа. О том, что активизировались националистические движения и организации. Сейчас мне скинули ролик, я смотрю, непонятно какие люди в масках остановили людей, молодежь, и требуют документы, блокировали транспорт. Что происходит? Представляются русской общиной. Ко мне и ранее скидывали материалы высказываний руководства русской общины организации. Смотрите, это провокация. Это подсудное дело. Какая-то коммерческая организация под названием «Русская община» пытается принять ни закона, без удостоверений, без предъявления личностей, за то, что мы просто не той национальности. Это национальная почва. Да. Это будет судебное дело. Ваших лиц не видно, но идентифицировать не тяжело. Я буду подавать в суд. Брат, запиши видео, если ты за правду. Нет, ты не можешь объяснить. Я за правду. Вы русской общиной называетесь в Курской области. Почему мои друзья нацмены вашу землю защищают? Ты ответишь на это? Мы сейчас говорим за конкретный случай, что чуть не сбили полицейского. Наехали ему на ногу. А что? Смотрите, пожалуйста, я буду во все падли. Это ОПС, это не русская община. Это будет судебное дело. Нам заблокировали выезд, нас задержали без удостоверения. Ни одного сотрудника я не вижу. Пояснят люди, которые наше дело сегодня работает. Какую работу? Вы даже не государственная организация. Какую работу? В данный момент я оставляю все. Я заявляю, мое мнение будет в суде. Я считаю, что это ОПС. Вы не представились, я вас не знаю. Вы в масках. Это похоже на экстремистскую организацию. Да. Номера зафиксированы как от полиции. А что полиция не приехала? А вы не хотите? Сейчас приедет. Все, сейчас приедет. Жди. Что ты из себя вообще представляешь? Как мы подошли к нам? Хотя бы ты представляешь, ты кто вообще? Какая хорошо. На национальной почве вы разжигаете на межнациональной почве, понимаете? Вы какое право имеете за человеком гнаться? На каком основании? Нет, на каком основании? На каком основании? С сотрудниками я буду разговаривать. Хорошо, вы на каком основании имеете право? Все в масках, это ОПС. Сейчас приедет ФСБ и все. Они вам все на каком основании он должен приехать? И основания вам разъяснят, и все разъяснят. Вопрос к этим людям. Вы что творите? Вы разжигаете межнациональную рознь? Вопрос в одном. Вы периодически говорите о преступлениях, которые делают кавказцы. Я заметил, не только желтая пресса об этом пишет, сейчас и на официальных каналах об этом говорят. Мы недавно провели мониторинг. Кавказцы, выходцы Северного Кавказа, жители, не делают и 1% преступлений, сравнивая с другими народами и народностями, проживающими на территории Российской Федерации. У нас великая страна. В нашей стране нас 195 народов и народностей проживает. На карте мира мы занимаем первое место. Начиная с Калининграда, заканчивая Чукоткой, это наша страна, граждан Российской Федерации. Мы за эту страну жизни отдавали и отдаем. Сегодня на территории СВО наши братья, русские, чеченцы, ингуши, татары, чуваши, кабардинцы, балкарцы, дагестанцы, осетины, все вместе, единым кулаком, все вместе, все народы ломают хребет укронацистам. Мы должны понять одно, что долгое время на территории Российской Федерации велась активная работа западных спецслужб по разжиганию межнациональных конфликтов, а конкретнее разделение наших народов. Также и украинские спецслужбы ведут свою работу. Есть такая организация ЦЕПСО. Их главными приоритетными задачами является разжигание межнациональных конфликтов. Они периодически в сетях интернета забрасывают информацию, непосредственно разжигающую межнациональную рознь. И данные действия граждан русской общины непосредственно им служат под руку. Каждое их выступление они передергивают, озвучивают на всю страну. Я прошу следственные органы, я прошу прокуратуру Российской Федерации
непосредственно органы внутренних дел, конкретнее заняться и проверить на действия, противозаконных действия непосредственно данной организации. А также прошу общественных деятелей, непосредственно институты гражданского общества, Совет по правам человека Российской Федерации высказаться в данном формате, сказать свое мнение, объединяющее мнение. Каждый из нас в нашей стране, граждане Российской Федерации, должны говорить об объединении, непосредственно о целостности нашего государства, а не разделять, не разжигать межнациональную